Ребята, всем привет! Мы сегодня на программе Махаббат Квиз на Эль Казахстан. И меня зовут Уля, это мой муж. Меня зовут Ярасыл. Да, и нам только что отправили вопросы. Мы сейчас будем на них отвечать. Мы их не видели, будем открывать их прямо вместе с вами. Кто начнет? Давай ты. Вы познакомились с Улей в 2013 году. Какое впечатление она на тебя произвела при первой встрече? Так, в 2013 году я помню прям тот день. Это был в городе Аксай, у нас в Западно-Казахстанской области. Получается, я являюсь одноклассником ее родной сестры, средней сестры. Мы учились с первого класса, и мы очень хорошо дружили, общались. И в тот день мы провожали наших общих друзей, куда пришла ее сестренка, про которую я вообще в жизни не знал. Чтобы вы понимали, мы с моей родной сестрой вообще не похожи, и он даже не догадывался, что, оказывается, у нее есть сестренка, как я. И они абсолютно не похожи. Вот в этом и вопрос был тогда, когда я увидел. Я помню то, что она была в наушниках, в AirPods. Нет, это было не AirPods, это были iPod, да. iPod был маленький. Вот. Она была в этом спортивном этом. Ты прям помнишь, в чем я кофте, была? Да. Я была в бомбере. Да, вот, что-то такое. Вот это было рано утром, я думаю, где-то в 7 утра, да? В 7 утра. Мы толпой провожали. Первый раз я увидел, у меня было впечатление того, что я в шоке был, на самом деле. Почему? Потому что первый раз увидел сестренку, родную сестренку моей одноклассницы. Впечатления были позитивные. Во-вторых, сразу влюбился. Ну, можно сказать, да. С этого момента я влюбился. И какое впечатление? Ну, хотел общаться. Угу. Это вот самое главное было, что я хотел общаться, хотел познакомиться, хотел узнать побольше, получше. И с этого момента мы начали общаться как раз-таки. Но изначально немного тормозил. Почему? Потому что было немного... Как-то скромность была какая-то, что ли, у меня. Чтобы вы понимали, мой муж был на тот момент в 9 классе, я была в 7 классе. Да, мы были и мы познакомились тогда, в 2013 году. Вот такие дела. Помню, как мы с тобой встретились на свидании. Я знал, что ты станешь моей навсегда. Написала Ера в Инстаграм. Расскажи о том, как прошла ваша первая встреча. Наше первое свидание с Ерой было в Аксае в 2020 году. Да? В 2020 году. До этого у нас были просто такие халям-балям встречи, то есть это было не так важно. И наша самая первая встреча, она прошла вот таким вот образом. Я вообще на него не обратила внимания. И я думала, одноклассник, как бы я видела то, что он одноклассник моей сестры, и, никогда не обращала такого внимания. Еще интересная история. Самая первая встреча вообще у нас произошла когда? Когда моя сестра заканчивала 4 класс, получается, начальные школы они заканчивали, я заканчивала тогда 2 класс, мы поехали в Ледовый дворец в Уральске. Кто знает Западный Казахстан, кто жил в Аксае, в Уральске, вы знаете, то, что на тот момент в Аксае вообще никаких развлечений не было, и нас, постоянно после, когда мы школу заканчивали, начальный класс, всей толпой классный руководитель забирал в Уральск. И вот, получается, всей толпой их класс забирает в Уральск в сопровождении родителей, куда еду я с мамой. Я не знаю, зачем она меня туда отвезла. И, получается, наша самая первая встреча случилась еще в 2006 году. Да? Да. 6-й или это 10-й? Я уже не знаю, какой. Кажется, это 10-й год. И у нас даже есть фотография, где мы стоим толпой, класс стоит Еры, моей сестры Наргизы. Вот тут стоит он, вот тут стою я. И кто мог предположить то, что через сколько-то там лет, через 14 лет, мы станем семьей. Вот. Так что самая первая наша встреча была в Ледовом дворце. Следующая встреча была в 2013 году, когда мы летом уже провожали друзей. А следующая встреча уже, когда прям было свидание, это был 2020 год, когда, не знаю, можно говорить об этом или нет, Ера был в отношениях, он расстался, я была в отношениях, я рассталась. Так получилось, что мы в один момент, в одно удобное время, в нужном месте оказались, в Аксае. Он учился и работал в Алмате, я училась в Алмате, но из-за того, что был карантин, мы приехали обратно в Аксай. И с этого момента началась наша история любви, можно сказать. И первое впечатление было уже на свидании очень приятно, потому что Ера, он приятно от него, у него был очень приятный парфюм, он очень хорошо выглядел, очень красиво был одет. На тот момент я уже была стилистом, и я прям заценила его образ. Он был очень галантным, таким воспитанным, очень таким, как это сказать? Он, завладел, так сказать, мной, своим отношением. Вот поэтому первая встреча прошла просто идеально. Могу я добавить, да? Давай. Вот единственный момент, который
наверное, я упомяну то, что изначально я встретился во время карантина с ее мамой. А, Да, и по сути это человек, который нас очень сильно сблизил. Если бы не она, то мы бы, наверное, с тобой не встретились. получается, моя мама знает Еру всю жизнь. С 1 класса, вот они как отвели в школу его мама Еру, моя мама Наргизу, они с того момента друг друга знали. И с того момента, как Ера начал за мной ухаживать, мама мне всегда говорила всю жизнь: Уля, присмотрись к нему, Уля хороший пацан, ну Уля, такие парни на полу не валяются. А я думала, а мне, короче, Ера не нравился, я думала, блин, вот бываешь, вот такие парни, которые, ну, не отстают от тебя, а тебе нравятся такие плохие парни. А Ера был таким хорошим парнем, который всегда дарил хорошие цветы, красиво ухаживал, говорил красивые слова, классные поступки, но вот нам же нравится, вот знаете, в юношеском возрасте такие бэдбои, а хорошие парни, они нам нужны только тогда, когда мы хотим уже выйти замуж. И получается, мама всю жизнь мне говорила: Уля, вот не глупи, не глупи. И в 2020 году, когда мы оба оказались в Аксае, у нас с Ерой очень много точек соприкосновения, и у моей мамы есть подруга, у которой есть сын, который, короче, лучший друг Еры. Детство, да, друг С детства. детства они, короче, дружат. Мама собиралась идти домой к этой подруге в баню, и она говорит: пойдем со мной, пойдем со мной. Я говорю: мам, я не хочу идти с тобой в баню. И мама потом пошла все-таки в эту баню одна, и там Встретила она меня. увидела Еру. То есть она пошла в баню к своей подруге, у которой есть сын, с которым она общается. Там она увидела Еру спустя много лет. И потом она приходит домой, и она говорит: а знаешь, кого я видела? Я говорю: кого? Яросола. Такой молодец, он сейчас в Делойте работает, такой образованный, в Корее учился, зарабатывает, такой умница, ко мне подошел, поздоровался: Уля, давай, ну не профукай свой шанс. И спустя 2 недели, по-моему, мы с ним идем встречаться, ну, когда уже было наше первое свидание. Да, да. И все-таки мама, наверное, пророчила наши отношения, и Ера всегда говорит, что он благодарен своей уже Теща. теще. Да. Вот. В 2017 году у тебя был шанс сблизиться с Улей, но, по твоим словам, он был упущен. Что произошло тогда? Почему ты решил продолжить добиваться ее? Ну, в 2017 году как раз-таки я поступил в Корею по программе обмена. Перед отъездом мы с тобой начали общаться. Прям Да. очень близко. Мы каждый день прям... Давай только без подробностей, ладно? А то не будет стыдно. Да, хорошо. Мы очень тесно общались, мы рассказывали друг другу, какие мы отношения ждем от друг друга, наверное. Но я могу сказать, что ключевым фактором того, что мы отдалились, это было то, что я был в Корее. Ну Она да. была в Казахстане. У нее была учеба, 11 класс, ЕНТ, и ей было вообще не до этого. У меня другая страна, там тоже учеба, адаптация, поэтому мы потихоньку с каждым месяцем начали отдаляться. И по итогу решили пока разойтись. Поэтому, наверное, расстояние очень сильно повлияло на это. Ну тогда это были даже не отношения, можно сказать, мы начали общаться хорошо, потом, короче, застопорились и перестали общаться потом. Да. Вот так. Почему ты первое время френдзонила Еру? Ну как первое время? 7 лет, ребят, получается. Это тот самый друг, который вышел из френдзоны. Потому что я не видела в нем, честно говоря, парня. Вот он мне нравился как друг. Вот понимаешь, ты мне нравишься, но только как друг. Вот это было вот такие чувства. Хотя Ера очень сильно пытался. Он постоянно мне писал ВКонтакте, я еще игнорировала его. Он всегда помогал мне с учебой, всегда был таким обходительным. Ну я не знаю. Я все равно не могла увидеть в нем парня. Вот как-то так. Он всегда говорит, что он с первого дня знал, что я буду... А я знал, да? Он говорит, что он всегда чувствовал, что я буду его женой, представляете? Я знал. А я даже не чувствую его своим парнем, то что мужем. Не могу объяснить эти чувства, я думаю, те девушки, которые отшивают парней, вы примерно понимаете, о чем я. Так что смотрите на друзей своих. Ну, кстати говоря, мой совет теперь после того, как я нашла своего мужа, которого отшивала 7 лет, девочки, если вокруг вас есть классные парни, которые уделяют вам очень много внимания, времени, и которые, несмотря на то, как сильно вы их отшиваете, как много ужасных слов вы им можете сказать, потому что я так ужасно иногда себя перед Ерой вела, если они все равно вас добиваются, девочки, это самые лучшие мужья, потому что они готовы вас добиваться, несмотря ни на что, как оказалось. Правда, да. И то девочки, которые сидят, задумались, да. Третий вопрос. У какого казахстанского стилиста Уля прошла первые курсы по стайлингу? Я знаю. Ера знает все. Мика из Басарова? Да.
Она купила курс за 100 тысяч тенге, я помню. Нет, самый первый был не 100 тысяч, 100 долларов. А, 100 долларов, да. Да. Ты прям максимум выжила с этого обучения? Да. Я заплатила 100 долларов и потом заработала. Можно сказать, что это было начало. Заработала, наверное, ну, несколько миллионов точно потом. Следующее обучение как раз я подарил тоже. Следующее обучение было у кого? Карине Гай. Да, потом. Аскар? Айзат. Айзат, да. А Айзат. потом еще у кого? Украинский стилист. Марка. Маргарита... Какая? Я не помню уже. Маргарита Мурадова, окей. Но я очень много прошла, на самом деле, обучение, там еще было параллельно по личному бренду и так далее, и так далее. Ера работала в Big Four и закрыл более 30 проектов. А с чего начался его путь? Ерин путь начался с того, что он сначала учился до 7 класса. 7? До 9? 8? 8. До 8 класса он учился в Аксае. В 9 классе он переезжает учиться в Актюбинскую школу в Ниш. Затем он заканчивает школу и поступает в СДУ в ВТИПО, короче. Да? ВТИПО. ВТИПО, да. ВТИПО. В ВТИПО он поступает, это программирование. Вычислительная техника, программное обеспечение. Вот, я уже не помню. Поступает туда, затем он работал в какой-то компании директором. Да. Да? Ну, там было изначально то, что я работал в IT-компании. В IT-компании работал, потом у него здоровье начало хромать, у него зрение, кстати, сейчас уже стало ужасно, потому что он постоянно за компом сидит и сидел. Затем он стал директором в какой-то компании, потом он пошел работать в Deloitte. В Deloitte он работал 2 года, потом он он купил долю в... Нет, я вложился. Вложился в... Какая разница, я не понимаю. Большая разница. Кстати, Ера, он финансовый аналитик, я стилист, поэтому, как вы понимаете, я вообще в финансах тю-тю, и вот эти все умные штучки в нашей семье отвечает, короче, он. Да. Вот, потом он вложился в Саламбро, затем он оттуда вышел, затем он ушел уже в частные проекты, и вот так. Вот такой у него был путь. Сейчас он хочет вернуться в корпоративную сферу. Да, в компанию мечты, куда я хотел устроиться. Да, поэтому мы сейчас верим в него, стараемся, и надеюсь, что у нас все получится. Что написано в шапке профиля у Олмикен? В Инстаграме? А где? Нет, Ну, там, могу. Ну, там, кажется, прокачиваю стиль звезд, Ага, еще. людей, реклама, пиар, там, номер. Ну, Там обычно есть как самая главная фраза. прокачиваю стиль людей и Нет, это не звезд. Если ты главная хочешь, то я Там могу вообще прокачать такого твой. нету, ты что, в Инстаграм не смотришь? Нет, в шапке профиля у тебя же так написано. Ну, там прокачиваю стиль блогеров и звезд. Ну, там было раньше, я помню, стильно не значит дорого. Ну, это было давно. Да. Ещё Ну, а когда я- сейчас, я думаю, вот так вот. Там есть самое главное, там написано «Главное по стилю в Казахстане». Да. Не смотришь. Ладно. Я знаю. Ну, давайте поспорим, что там есть то, что я сказал. Ну, там есть, но ладно, хорошо. За какой проект Ера испытывает особую гордость и почему? Давай скажи, какой проект. Я не знаю. Ты про это писал? Ну, у меня очень много Капец, проектов. вы даже его Инстаграм изучили. Первый, самый большой проект, которым я гордился, это был... Я занимался как раз-таки, когда я был директором в компании, я занимался тендерами. Тогда я закрыл проект на $1 миллион. Вот этот был мой прям супер проект, который я прям горжусь. А потом уже в Deloitte, это самый крупный банк, с которым я работаю в Казахстане. Окей, хорошо. Давай я. Давай. Следующий. Так, Дедушка. почему ты решила сделать предложение по сценарию тренда? О, это классный вопрос. У нас было видео, которое я спланировал. Я тебе скинула идею. Да, идею она скинула, но мне, короче, в голову пришло за 3 дня до предложения. Изначально предложение не должно было быть таким. Изначально оно должно было быть банальным. Каким? Я, короче, собирался договориться со Swiss-отелем. Ага. И, я знал, что на тот момент у тебя на курсе был какой-то фотограф, который тебя задолжал. Я хотел его, уговорить. Хотел через АСМ уговорить, чтобы он там эту съемку организовал. В качестве долга тебе, чтобы ты не подозревал.
но она чтобы была паровая. Все понятно. Ну, типа вот этот банальный тренд, типа вот она снимается, и ты сзади подходишь и делаешь предложение. Но, короче, в один момент это все застопорилось тем, что Swiss Hotel просто, короче, начали, ну, там, нагибать цену, потом, типа, в конце концов отшили вообще, потом... Антиреклама, простите. Да. Не, ну это правда. Пиар-отдел еще очень... Ну ладно, давай не будем, окей. Что людей без работы оставишь? Мы вот сидели, я позвал всех девчонок ее, ну, короче, я прям вип-зал снял, и мы сидели и обсуждали, что будем делать. По итогу, короче, кто-то какие-то предложения сделал мне, но мне показалось, все, что они предложили, это вообще какое-то банальщина, реально. И потом я такой думаю, что можно сделать? Потом я вспомнил, что она за 2 недели до этого мне говорила, пригласи меня на свидание под этот тренд. Типа, давай снимем его. Я говорю, давай позже. Вот как раз мне это в голову пришло, я такой думаю, ну, надо сделать. И потом начинаю в Инстаграме серчить, типа, смотреть, есть ли такие тренды, где есть в итоге предложения, которые, ну, парень Кстати, делает да, на предложение. тот момент не было. На тот момент ни одного не было тренда, где делает парень предложение. Там была женщина, которая в конце про ребенка говорит в этом тренде, но не было вот предложения. Я давай всех друзей обзванивать, места бронировать. Вот эти карточки, вот, которые я там делал, они были уникальны, потому что я сам их делал. Да. Я ночью прям сидел, и в качестве этого в Canva есть форма для закладок в книге. Я под эту форму делал вот этот дизайн, и каждый продумывал. Потом, я помню, прям в час ночи я ездил в типографию, это делал все. Почему? Потому что это нужно было срочно сделать. Почему? Я это придумал за 2 или за 3 дня до приложения. Да. И цветы, и все, это все мы в срочном порядке. Ну, честно скажу, я благодарен друзьям, потому что если бы этих друзей не было бы, то я бы вообще ничего не сделал бы. Это было бы очень сложно реализовать, и мои друзья очень сильно помогли. Но у нас вот был такой момент, когда мы обсуждали предложение, типа, какое она хочет, какое я хочу, да, сделать. Она говорила о том, что она хочет с друзьями, а я говорил о том, что я не хочу с друзьями. Я хочу наедине с тобой, да, потому что это особый момент в жизни, который должен проходить между нами 2. Вот поэтому я хотел, типа, наедине. Но понимая, что она такой медийный человек, во-первых, во-вторых, она любит каждый момент справлять с друзьями. Вот, поэтому я продумал так, чтобы я сделал сперва приложение наедине, как я хотел, а потом уже отвести ее к друзьям. И вот это все совпало с трендом. Друзья были почти все, там было около 40 человек. Там было очень много человек, на улице январь, зима, дубак. Да. Это на трамплине еще? Это было капец. Но, честно говоря, предложение было таким классным, потому что мы вкусно и поели. Он мне и шмотки купил, и косметику купил, и в красивый ресторан повел, и кольцо подарил, и огромный букет цветов, и друзья еще были. Он еще мобилографа предусмотрел. Еще и видео снял, еще и видео залетело и в ТикТоке, и в Инстаграме. Для меня, как для блогера, это было ой, как вообще. Охваты поднялись. На следующий день «Золотое яблоко» как целый огромный бокс Мне еще послала. представляете, «Золотое яблоко» — это никакая как бы не реклама. Просто он дал мне 2 карточки на выбор, типа сакс или «Золотое яблоко». Я выбрала «Золотое яблоко», сама того не зная. Просто мы пошли туда, купили косметики. Потом, как бы, я же уже делала это видео итоговое, и там уже «Золотое яблоко» высветилось. Потом, когда они увидели то, что я добавила их в такой трепетный день, то, что они были как магазин у меня в видео, они потом отправили мне даже подарок и поблагодарили за то, что в такой важный день мы были вместе с ними. Так что этот тренд залетел. Кстати, самое классное то, что не было даже под видео никаких негативных комментариев, потому что мы закинули в Инстаграм, и я закинул и в Инстаграм, и YouTube Shorts, и в ТикТоке, и очень много людей потом писали то, что, ну, если существует такая любовь, значит, в этом мире еще не все потеряно. И писали то, что это самое классное окончание этого тренда. Потом очень много людей, кстати, за нами повторили. Конечно, чему мы очень рады, потому что я думаю, что такой тренд надо так и заканчивать. Мне даже писали некоторые парни и просили дизайны карточек. Ничего себе! Мне типа писали, типа, скинь мне дизайны, а я не хотел скидывать, потому что я говорю, вот есть Canva, там есть вот... Ну, Жан, ну ты чего, жадничаешь, что ли? Ну, потому что я сам делал для тебя это же специально для этого предложения было. Ты мой сладкий. Окей. В этом году вы отметили год со свадьбы. Как вы отпраздновали первый юбилей?
Наш первый юбилей у нас прошел Спокойно. спокойно, но что самое классное, мы после узнали или до узнали? После. До. Что узнали? Сейчас, подождите, я должна сказать вам точную инфу. Ты так спокойно сказала про это? Какого числа у нас вообще? 16 точно. Короче говоря, мы беременны, вот. И, ну, я думаю, то, что уже к моменту выхода этого видео я наверняка уже сказала это в Инстаграм, но на тот момент, когда у нас была годовщина, за пару дней до нее, оказывается, за пару дней до нее мы узнали о том, что мы ждем пополнения. Ровно через год мы об этом узнали. И на годовщину потом мы спокойно, тихо, молча поехали, просто загородный домик сняли и поехали на Аюсай. Там что мы делали? Мы просто спали, потому что у меня был первый триместр. Я говорю, что, фильмы будем смотреть, что, будем играть, будем карты играть? Я говорю, нет, мы будем спать. Пойдем прогуляемся, пойдем. Он говорит, давай пойдем прогуляемся, давай, может, покушаем. Я говорю, не, я хочу просто спать. Еще на тот момент, когда мы ехали в этот Аюсай, помнишь, меня, короче, вырвало. Это было очень не очень приятное зрелище. И, как оказалось, в тот момент мы уже были на первом с половиной, по-моему, месяца. Вот, мы были счастливы, очень рады. Это была очень неожиданная новость для нашей семьи. Очень неожиданная. Да, очень-очень. Но мы, конечно, очень рады, очень ждем. Сейчас мы уже на 4-м месяце, у нас 15-я неделя. Так что отметили мы спокойно, тихо, без каких-либо огромных фанфаров, можно сказать. Если сердце ёкает, значит надо брать, написала Уля о своих свадебных туфлях. Модель какого бренда она влюбилась? Jimmy Choo? Ну, бренд Jimmy Choo, я не знаю, модель какая точно, но бренд Jimmy Choo я помню. Да. Но там был такой нюанс. Яра, нет, мне будет стыдно, не рассказываю про это. Почему? Не надо. Это же нормальное явление. Ну ладно, пофиг, расскажи. Короче, я... Девочки, я сразу скажу, то, что перед свадьбой нужно экономить деньги. Каждая копейка, она важна для семьи, для семейного бюджета. Мы, короче, на ее день рождения как раз мы ходили в Ессентай. Мы там отмечали, потом в Ессентай пошли. И она, ну, с меня обещание словила, то, что я, типа, подарю ей туфли. И она себе хотела подарить сумку. Она тогда купила как раз сумку из Сен-Лоран. Да. Я зашел, мы искали туфли, мы ходили там, смотрели, и она говорит, мы сперва Валентина хотели взять, да, по-моему? Не помню. Ну, потом она, короче, влюбилась в Джимми Чу. Она так и знала, что она их возьмет. И она говорит, я хочу, давай возьмем. Я говорю, ладно, давай возьмем. Мы заплатили, там туфли стоили, по-моему, 550 тысяч, да? Не помню. Ну, 500... 400 точно было. Нет, 500 чем-то было, точно, Ну, ладно. помню. 550 тысяч, кажется, стоили туфли. Мы заплатили, я помню, чек у меня был. И ушли, мы довольны. Ушли домой. И она, короче, через пару дней мне пишет, Ера, вот Байер закинул, они стоят 250 тысяч на сайте. 150. 150 даже они 100, стоят. 150. Даже 150. Прикиньте, мы сходили в Ессентай, купили эти туфли за 550 тысяч, и через пару дней Jimmy Choo объявляет скидки в американских, по-моему, сайтах, и Байер закидывает то, что эти туфли стоят 150 тысяч. Меня как жаба начала душить, я понимаю, что мы переплатили 400 гребаных тысяч тенге. Да, но я скажу одно, то, что я не говорил, что типа давай менять. Я тебе сразу не говорил. Это я сказала. Это она, типа, целую ночь прожужжала о том, что вот меня жаба душит, это очень много, давай, может, Я понимаю, вернем эти разница деньги. была 100 тысяч, девочки. Да, даже Ну да, 100 50, тысяч это 50, норм. ладно, даже не 150 тысяч. Нет, 100 тысяч норм, Да. если Ессентай сравнивать там с американскими сайтами. Но когда я тоже увидел, такой думаю, это капец трэш. Ну, типа, мы переплатили 400 тысяч тенге. Ну да, а потом, короче, я говорю Ере, мне очень стыдно, потому что я никогда в жизни не делала возвраты, и в целом мне кажется, что их делать как бы, ну, такое себе дело. Но я говорю Ере, сори, конечно, но у нас свадьба, поэтому давай ты пойдешь и сделаешь возврат, и просто скажешь, что они мне не подошли. Ну, мне как было стыдно, когда я пошел туда. Я даже причину нормально не мог сказать. Ну, ты пришел, сказал, что не подошли. Ну да. Ну, я сказал, да, типа, вот, что-то жене не понравилось, они под платье не подходят. Хочу сделать возврат. Они так посмотрели на меня. Ну, ладно.
Ну, потом мне постоянно отправляют рассылки. Сегодня Джимичу, там Джимичу. Я думаю, нет, мне стыдно, я больше никогда к вам не зайду. Простите. Ну, не подошли же по цене. Ну, по цене это Поэтому- очень дорого. Ну, разница большая. Ну, яд и мясо, как говорится. Мне не яд. Ну Потому да. что мы сэкономили себе. Не, ну туфли классные. А ты по сей день носишь? Туфли очень удобные, классные. Вот. Но если есть возможность сэкономить и заказать через байера, если прям такая весомая сумма, то почему бы и не экономить? Да. Этот поступок Еры стал самым запоминающимся. У моего мужа на самом деле очень много запоминающихся поступков, которые он делал. Но самый, наверное, самый первый, давайте я вам расскажу несколько. Самый первый был тогда, когда приехала моя мама, мы с Ерой тогда только встречаемся. Приехала моя мама, и мы пошли все вместе на Медео кушать. Поднялись, потом спустились, Да. сели у Афанасича, и, короче, моя мама начала с Ерой спорить, кто будет закрывать за счет. И Ера говорит, я закрою, мама, нет, я закрою. И в один момент потом Ера говорит, Кларапа, на тот момент Кларапа, а не мама. Кларапа, я плачу там, где сидят женщины. И я несу ответственность за вашу дочь, поэтому мне очень неприятно, когда вы хотите заплатить тогда, когда здесь сижу я, мужчина. И я такая думаю, ничего себе, мужик тут. Но мне было очень приятно, потому что до этого никто никогда таких слов не говорил, тем более моей маме, и не давал так ярко, наверное, понять то, что этим словом на самом деле дело шло даже не о деньгах, дело шло о том, что он несет за меня ответственность, что он за меня отвечает, и что он, реально мой мужчина, за которым я могу быть как за каменной стеной. Поэтому это было самое первое. Потом был день рождения. Второе, когда было день рождения, когда Ера подарил мне мой самый первый люкс, но дело даже было не в этом. Дело было в том, как он, во-первых, распланировал мой день рождения, как много он в этот день сделал. Там тоже были карточки, было очень много сюрпризов. Сначала он, эти Квесты. карточки, оказывается, у меня дома все скрыл, где-то спрятал, а потом отправлял мне подсказки. Я находила эти карточки, сначала он запланировал наш завтрак с мамой в Упикейхте, потом мне вынесли цветы, после этого куда-то... Нет, там были карточки в плане как загадки. Как загадки, да, как это был задание. это был квест, типа, который она должна была пройти по всему городу. Да, Ера, скрыл карточки, и подругам дал, и маме моей дал, и в Упикейхте карточку дал там официантам. Потом, целый день я вообще ни о чем не думала. И потом он дал мне карточку после кафешки и написал то, что сейчас мы пойдем исполнять твою мечту. На тот момент я уже зарабатывала деньги, но я никак не могла дойти до позволения самой себе, так сказать, каких-то дорогих вещей. Как оказалось, люксы стоят не так дорого, как мы себе это в голове представляем. И Ера тогда завел меня в Луи Виттон. Я говорю, нет, я не зайду, потому что я чувствовала себя тогда нищебродкой, даже если я зарабатывала, 500 тысяч тенге. Я говорю, я туда не зайду, потому что мне казалось, что кто я такая вообще девочка с Аксая, колхозница, чтобы заходить сейчас в Луи Виттон. А он меня завел и говорит, выбирай, что хочешь. Конечно, я тоже не офигевшая, не выбирала там сумки, да, обувь. Я начала смотреть бижутерию. На тот момент была такая известный кулон с буквой V. Я его сейчас не ношу. Тогда я, честно, взяла его на эмоциях, потому что я пожалела его деньги. Я взяла более-менее то, что было в адекватном сегменте, так сказать, цены. Тогда она, по-моему, стоила 160 тысяч тенге, да? 170. 170. Плюс-минус 10 тысяч, окей. 170 Не, тысяч ну тенге. она, кстати, с каждым годом дорожала потом. Ну ладно. 170 тысяч тенге она стоила. И когда мы ее купили, я просто плакала навзрыд. Это было не то, что она дорогая. По идее, я уже покупала тут вещи, которые стоили, дороже 170 тысяч тенге. Но, походу, вот это позволение, именно позволить себе что-то такое дорогое, роскошное именно от брендов, я к этому еще не могла дойти. И самым первым это сделал Ера. Я ее еле затащила, она плакала прям. И я потом, плакала. Как не в себя. Но после этого у меня, кстати, еще повысился доход, началось позволение, сейчас мы постоянно тратим семейный бюджет на сумки. Ладно, что не весь, конечно, но это было одно из. И самое последнее, то, что Ера подарил нам нашего члена семьи, Харви.
Да, да. которого я сначала, конечно, сильно боялась, но потом он стал реально самым лучшим твоим подарком для меня. И самое-самое-самое классное, главное, то, что Ера никогда не делит домашние обязанности на женское и мужское. Для него ничего не стоит приготовить ужин, для него ничего не стоит сделать для меня утром рано завтрак, убраться, пропылесосить. Иногда, конечно, он стоит, типа, а я просто помыл. И стоит, и я думаю, что мне тебе спасибо сказать? Ну да. Мне кажется, каждый мужчина так делает, я не знаю. По крайней мере, у нас у подруг так. Ну, короче говоря, он всегда помогает мне по быту, готовит, убирается. Сейчас, тем более, когда я в положении, он делает это в 3-кратном размере. И иногда я, честно, могу сделать что-то и потом его за это упрекать. Типа, я тебе приготовила, а ты там не ценишь. Но он, когда приготовит, кстати, он никогда... Палашайт хана бетиме баспайт. Что вот мен саған тамақ пісірдім, и там я тебе готовила завтрак, а ты, то есть он никогда, знаете, вот не считается, короче говоря, когда он что-то в мою сторону делает, а я иногда вот такая дура бывает, что я могу считаться. Есть такое вот у меня. Поэтому очень много чего я ценю в своем муже на самом деле. Каково это быть мужем стилиста? Бывает ли, что Уля недовольна твоим образом и дает рекомендации? Но на самом деле, редко, да, кажется? Ну, Что я типа, тебя недовольство к моему образу. Что я тебя одеваю. Ну да. Ну, иногда я сам. Но имею в виду то, что я выбираю одежду, ты ее покупаешь. Когда последний раз ты сам себе что-то покупал? В плане, Ну, тебе же ты выбрал. нравится то, что я покупаю сам? Ну, ты давно ничего сам не выбирал уже. Ну, раньше нравилось? Раньше, да. Ну, вот и все. Но сейчас нравится больше, потому что я... Ну, в целом, к образам претензий мало, по сути. Ну, каково быть мужем стилиста? Только, знаете, вот когда на прогулку выходишь, она начинает вот типа, не одевай этот худи, он не подходит под цвет твоих брюк. У Еры есть такая привычка, вот он может, простите за выражение, ну как колхозник одеться на прогулку. Ну, мы типа не в Оксае, там, где нас никто не смотрит. Ну, мы не собираемся за Ну, меня могут встретить мои читатели, там, и подумают, вот Уля такая про стиль говорит, а муж у нее оделся, как не знаю кто. Мне стыдно, честно, Да я бывает. не ужасно же одевался-то. Но он бывает, что оденет, типа, шорты, потом у него голубой худи, и на голове бордовая кепка, и на ногах у него черно-белые кроссовки. I'm sorry, но это ненормально, Жан. Поэтому даже когда мы идем на прогулку, я прям говорю, нет, сними это, потому что адамдар карает. Так, Рекомендации она дает постоянно. То есть, в принципе, когда... Ну, вообще, вот самый кайфовый момент, это когда ты идешь в магазин, заходишь в гардероб, ну, в магазины. примерочный. Да, примерочную. И стоишь. И тебе жена за 5 минут все вещи приносит. Я, кстати, реально я как торпеда иду, так, брюки вот такого вот размера, вот такого-то кроя, вот эти ему не подойдут, скинем и не носим, и просто резко-резко выбираю и Да. приношу, и его дело просто быстро померить. И вот я хочу сказать, что раньше, например, я вот в магазине хожу, например, тот же Массимо зайду, или там в Зару ту же, я могу там часами ходить и искать что-то себе. А вот если я иду, у меня там 10 минут, мы быстро нашли, и идем по ее делам. Все. Типа у меня там вообще вопрос снимается легко. И это вообще самое лучшее, что есть вот в этом плане. Да, и вообще, благодарен тебе за это. Спасибо. Мы быстро одеваемся, чтобы мне дольше времени осталось. Когда ты финансист, а твоя жена транжира, сказала Ера. Как вы распределяете семейный бюджет? Кстати, да, я еще транжира, но сейчас на самом деле из-за того, что мы, честно говоря, год покайфовали, да, мы съездили на медовый месяц, до этого мы с Ерой шиковали, вообще не считали денег, честно. Уля ездила постоянно куда-то. Я постоянно в разъездах. Но сейчас хочу сказать, что мы немножко взялись за мозги, потому что, оказывается, когда у вас уже там планируется ребенок, уже хочется немножко где-то поджать что-то, и ответственность совсем другая, и ты уже начинаешь думать о том, что, блин, а мы еще базовые потребности не закрыли, что мы пока еще не купили машину. Конечно, Аллаху шукр, то, что у нас есть квартира родительская, в которой мы сейчас живем, нам не нужно никому платить за аренду, но, тем не менее, это их помощь в нашу сторону, и нам нужно немножко, конечно, о своем бюджете думать. Поэтому сейчас мы с Ерой начинаем больше копить,
больше откладывать, больше думать о том, что уже, например, к 9-му месяцу я не хочу ходить с животом, хочу, чтобы мой муж меня возил. Поэтому мы сейчас копим деньги, хотим свою квартиру большую, с эстетичным ремонтом, инстаграмным. К этому идем. И как мы распределяем бюджет, все общее. Все на самом деле общее, но хочу сказать то, что есть какие-то моменты, на которые, например, о которых я никогда не задумываюсь. Это кто платит квартплату. Я понятия не имею с тех пор, как я живу с Ерой. Я ни разу не платила за квартплату. Это как-то проходит мимо меня. Что еще? Продукты. Ну, кто, когда хочет, не бывает такого, то, что я иду за продуктами, дай мне деньги. Ера идет, он покупает, я иду, я покупаю. Какого-то такого деления нету. Что еще? Подарки крупные, если мы дарим родителям, мы делим пополам. Пока что все поровну, но я верю в своего мужа, и я думаю, то, что сейчас чуть-чуть мне терпение, и будет момент, когда я буду вот так лежать, ничего не делать, плевать в потолок, а мой муж будет приносить все деньги домой и обеспечивать нас полностью. Если ты сможешь так лежать. Кстати, да, я не смогу, мне кажется, лежать, потому что у меня есть шило в заднице. Вот. Я могу сказать одно, вот, например, недавно, интересная история, да? Недавно она 2 месяца не уходила в Инстаграм. Ну, из-за того, что в положении была, ей было сложно, потому что она спала большую часть времени, просыпалась там очень поздно, поэтому у нее там, короче, складывалось ощущение, что она притормозила и не пашет. Как будто все развиваются, а она на одном месте стоит. И там истерика началась. В один день она меня зовет и начинает ныть, рыдать о том, что вот я стою на месте, все растут, я не работаю уже 2 месяца, как так? Мне нужно там добить вот столько-то подписчиков, мне нужно вот это. Я говорю, успокойся, ты беременна, тебе это абсолютно не в приоритет работать сейчас. Но она говорит, я не могу так. Я ныла, я плакала. Честно, для беременных отговорка «успокойся, ты взращиваешь внутри себя органы, девушки, не работает». Ты не можешь прекратить думать о том, что ты просто спишь, ничего не делаешь, да, у меня токсикоз, слава богу, обошел стороной, но у тебя просто тупо нет энергии встать. Ты просто постоянно хочешь спать, и все. И в этот момент, когда я видела, у меня блогерский круг, у меня подруги все успешные блогерши, которыми я очень сильно вдохновляюсь, горжусь, но хочу сказать, что в таком окружении очень тяжело стоять на месте. Потому что ты вещи думаешь, что ты от кого-то отстаешь, все куда-то бегут, а ты ничего не делаешь. Ты подругам говоришь, они говорят, Уля, успокойся, ты делаешь сейчас самую важную работу, ты растишь внутри себя нового человека, да? Но нет, все равно это не работает, и, к сожалению, сейчас я для себя поняла, когда уже начался 2-й триместр, то, что я себя съедаю мыслями и намного больше трачу энергию на то, что я лежу. Поэтому пусть лучше я буду делать, работать, закрывать какие-то свои цели и с помощью движения порождать больше энергии. Вот, поэтому во время беременности гормоны так шалят, я так плакала на взрыв, как будто у меня кто-то умер в жизни. Я говорю, что случилось, что случилось? Я говорю, я отстала от всех. Вот такое бывает тоже в семье. Как Уля намекает о том, чего хочет. О, это там целая тактика, мне кажется. Начинается это с того, когда она понимает, что вот скоро дата, и нужно уже потихоньку прогревать человека, потихоньку ему намекать. Я знаю, там у нее есть целый список хотелок, она там может целую неделю там заставлять виш-лист, она может сказать там типа, вот единственное но, то, что ей нельзя дарить то, что она не знает, то, что она не хочет. Потому что если я подарю то, что она не хочет, и то, что ее нет у нее в виш-листе, то это... Там может скандал бы и произойти. Вот, в этом плане нужно советоваться с ней. И она сама, в принципе, знаете, как там намекает? Намекает она, я бы хотела себе вот это. Ну, если ты вот это. Ага. Там у нее есть там, типа, многоходовочки, типа, начинаем с самого верха, а потом спускаемся чуть ниже. В вот этом диапазоне цен, да? Да. И это уже понятно, уже примерно по весомости. Последний раз, кстати, я не советовался с ней, подарил ей. Мне было очень страшно. Это был первый раз, когда Ера не говорил мне до последнего, что он собирается мне дарить. У меня был вот такой виш-лист. Сумку хочу, это хочу, вот это хочу.
И я говорю Ере, что ты мне подаришь? Может, поедем на концерт Джастина Тимберлейка? И он говорит, ну мы можем поехать, но я тебе кое-что другое хочу подарить. Я говорю, что? И если есть тут девочки, которые тоже не любят сюрпризы, именно в подарках, потому что подарки мы на дни рождения дарим, ну, хорошие. То есть это то, что должно быть, иметь ценность, не обязательно по цене, а именно то, что должно иметь ценность. Но у меня все вещи, которые имеют ценность, они, к сожалению, дорогие. У Еры самое дорогое, что он просил, это был PlayStation, за который он потом мне 50 лет благодарил. Но оно стоило не так дорого, как те подарки, которые я прошу. Вот. Поэтому, когда я понимаю, что он сейчас потратит какую-то энную сумму, и эта вещь может мне не понравиться, у меня просто может начаться истерика. Поэтому он мне не говорил, когда мне исполнялось 25 лет, что он собирается мне дарить. Я ему говорю, это сумка, это... Каждый день такие вопросы. Это бренд, это путешествие, или это вот это. И он говорит, нет, 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 и это тоже нет, и это тоже нет. И он сводил меня с ума примерно 10 дней до дня рождения. Но, слава богу, потом ожидания оказались даже лучше реальности. Ой, точнее, реальность оказалась даже лучше, чем ожидания. И он подарил мне колечко Cartier, которое я очень сильно люблю, которое является, ну, мне кажется, самым главным подарком, который передам потом дочке. Да. Намекаю я как? Честно, мне кажется, намекать даже не надо. Ну, просто там надо заранее. напрямую, да. Вот день рождения у меня в мае, я начинаю в феврале ему намекать. Ну, это, я говорю, она планирует примерно, знает дату. Потому что мне нужно, чтобы он знал, что в мае у него должны быть деньги. Да, много. Она может 3 месяца прожужжать одно и то же. Помнишь, с Дайсоном так же было? Да. Кстати, один раз Ера подарил мне Дайсон, и ему продали фейк. Да. Потом я ныла, что он купил мне фейк. Да. Потом мы этот фейк отдали, и потом через год он мне купил оригинал. Вот. Так что, пожалуйста... Следите в Каспи магазине, Да, те, кто покупает Dyson, пожалуйста, прям внимательно посмотрите все туториалы, как выглядит оригинальный Dyson, как работает фейковый Dyson. Это очень-очень важно, потому что Ера тогда, ну, его обманули на 400 тысяч тенге, по-моему. Да. Это было очень грустно. Потом... Мне было его жалко. Просто мы еще и обнаружили то, что это фейк через уже вот этот период 14 дней. Да, и потом, когда мы хотели подать уже в суд и вернуть, этот человек слился, закрыл свой магазин и просто исчез. Да. Потому что там не угадаешь. Да. Так, что Ера делает, когда злится? Мой муж не умеет злиться. Эту обязанность в нашей семье беру на себя я. Это правда. Но я редко просто злюсь. Ну, он редко злится, и в целом, посмотрите на него, это просто добрый мишка. Мне кажется, его невозможно разозлить, и я, наверное, в жизни не видела таких людей, которые не злятся, не агрессируют. Он никогда даже не повышает голос. Ну, повышает голос, когда я уже его вывожу из себя. И когда мы с Ерой начали встречаться, он был максимально спокойным человеком. И потом, когда... И все поменялось. Все начало меняться, когда уже я начала его доводить. Честно, оказывается, реально бывают такие моменты, когда женщина сама доводит. В один момент, короче, он что-то начал психовать. Я говорю, что психуешь? Он говорит, ты меня с ума сводишь, я из-за тебя скоро психом стану. Но потом, кстати, когда мы поженились, кстати, вот этот, кажется, такой бешеный момент, когда у нас были вот эти ссоры, обиды, мы как будто бы за 3 года отношений, ссор до 5 утра, помнишь, мы до 5 утра Это первый год. Ну, первый год Первые отношений. 2 года, мне кажется. Первый год отношений такой. Мы, кстати, перед свадьбой с ним так поругались, он чуть ли кольцо не забрал и не сказал, что мы свадьбу отменяем. Мне кажется, это много у кого-то было. Мы до 6 утра с ним могли ругаться. Ужас, как вспомню. В смысле, я забрал? Там не такого Ну не ладно, было, всё, там не ладно. было тогда, смотри, ты Ну, я, короче, ему отдала кольцо, сказала, на, я не хочу выходить замуж. Ему было это очень больно, он говорит, я отдал тебе душу и сердце, а ты на него наплевала. Потом я стояла на коленях и просила прощения. Ну, это, короче, кажется, такая типичная история. Ну, бывает такое, очень много отношений в Инстаграме идеализируется. Вот в Инстаграме мы с Ерой кажемся такими мишками, хомяками, которые никогда не ругаются. Но если люди увидят, как мы ругались до свадьбы, это вообще капец. Как он злится? Он на самом деле злится только тогда, когда я его вывожу из себя. Но даже когда он злится, он очень адекватно и уравновешенно себя ведет. И он, когда злой, он просто дает себе время остыть.
Но мы последние 3 года, я могу сказать одно, то что мы очень быстро миримся. Ну, то есть мы там 5 минут максимум. Вот, типа мы подцапаемся, она мне что-нибудь скажет. Я потом- ухожу в другую комнату, Да, в другую а комнату. потом приходит, он просто улыбается, и мы начинаем ржать. Да, и все, типа, все У нас вообще забылось. не получается ругаться. Вот даже я пытаюсь эту драму донести до конца, дать ему понять, насколько мне было больно, что ты только что вот так вот сделал. Но он приходит, он улыбается, и я не могу сдержать улыбку. Посмотрите Да, на него. Мне кажется, все люди на тебя смотрят и хотят улыбаться. Вот, так что Ера у нас, короче, не злой коп, я злой коп больше. Я благодарен Умикен за. За что? За все. На самом деле очень много слов. Мы с тобой знакомы уже с 13 года. Я благодарен за то время, которое мы с тобой провели. Уже 11 лет. О, капец. 11 лет мы с тобой знакомы. За 11 лет много чего между нами произошло. Я благодарен за каждый момент, который мы с тобой вместе провели. Я благодарен за ту поддержку, которую я сейчас получаю и получал все это время, когда мы вместе. Я благодарен за то, что ты такая. Ты на самом деле для многих людей, и для меня, и для моих родных, ты очень сильный мотиватор, по сути, да. Это, я могу сказать, что это человек, который никогда не сдается, по сути. И ты этим заряжаешь меня, я благодарен за это. Я благодарен за нашего ребенка будущего. О, спасибо. Я благодарен за твою любовь, которую ты мне даришь каждый день, за глубокую веру в меня. Я благодарен за то, что ты каждый день радуешь меня просто тем, что ты рядом со мной. Сладко. Я благодарен за то, что ты являешься инициатором всех наших путешествий, ярких моментов в жизни. Честно, типа, я очень сильно благодарен за то, что ты просто есть рядом со мной. Спасибо, Жан. Это очень приятно. Мне кажется, эта программа очень, эта рубрика очень помогает отношениям сближаться. Что в жизни он такого не говорит. Такая. Шучу. Я тебя люблю, Жан. Ты тоже. Какие качества Ерсылы ты бы хотела видеть в ваших будущих детях? Это однозначно доброта. Он самый добрый человек на планете, которого я знаю. Второе, это легкость, наверное, в его общении. Он очень общительный. Вот я сейчас отойду, отвернусь, за 2 минуты он повернется, он уже с кем-то познакомится. Хоть где мы, он везде с каждым человеком найдет общий язык. Для меня это шок. Ага. Мы когда поехали с ним в Египет на медовый месяц, на медовую неделю, я ехала, чтобы ни с кем не общаться. Я хотела просто валяться, загорать, читать книгу, купаться и все. Слушай, у нее работа такая. Потому что я работаю и коммуницирую с огромным количеством людей, я хожу на шопинги, на разборы. Представьте, как много энергии я отдаю людям, и во время отдыха мне хотелось отдавать свою энергию только своему мужу, больше никому. А Ера, ему вечно надо с кем-то общаться. Вот я просто лежу, и он... Не, подожди, давай. Не, давай мы не будем говорить про это. Не, давай скажи. Ну ладно. Она, короче, когда ездит на отдых, вот есть у Ули типичная какая-то, знаете, представление мира отдыха ее. Она, если едет на пляж, ей нужно, вот, например, я хочу поплавать на бассейне, ей нет, типа, она говорит, есть пляж, есть море. Мы приехали ради этого, а не ради бассейна. Я стала как мама. Помните, мамы раньше не разрешали купаться в бассейне? Во-первых. Во-вторых, она идет на пляж, она мажется там. Мне, вот я вам скажу контраст, да, она мне покупает SPF за 800 тенге, вот этот белый батч в аптеке, а себе покупает масло для этого, для загара, За 10 которое тысяч. стоит 10-15 тысяч тенге вот это. Она его Жарать мажет, полностью себя обмазывает, ложится на этот лежак, представляет, что она там супермодель, гипер такая, лакшери, жизнь нет? такая, да, и берет, короче, вот самый прикол, надевает шляпу, берет книгу и делает вид, что она читает. Я правда читаю, что ты хочешь делать вид, что я читаю? Ну ты же не дочитываешь эти книги Я за отдых. Не, ну это правда. Короче, я люблю такой отдых. А Ера, он любит с кем-то общаться, короче, А мне общение, скучно, печенье. потому что она вот в этом виде, вот она сидит и все. Все 7 дней моя максимальная задача – это лежать и в тишине. А вот Ера, короче, он такой общительный, очень легкий.
И я бы хотела, чтобы у наших детей была вот эта легкость. Кстати говоря, про загар. Ера за 800 тенге получает загар лучше, чем я за 15 тысяч с маслом. Простите, конечно, но это несправедливо. Я хочу, чтобы дети были такими же улыбчивыми, открытыми к миру, любознательными. Ера, он очень умный человек. Вот я что про него, у него не спрошу, он знает все. От инвестиций до криптовалюты, до там какой-то страны, до футболиста, до того, где этот футболист живет, сколько ему платят зарплаты. То есть он знает все абсолютно. Он такой очень любознательный человек. И я бы хотела, чтобы дети вот взяли вот это качество. И то, что Ера, он очень современный. Несмотря на то, что Ера рос, можно сказать, в традиционной семье, в традиционных таких воспитаний, Ера все равно имеет много. Мне кажется, что Ера в прошлой жизни был феминистом. Я не знаю, просто он явный феминист. Он очень уважает права женщин, он очень уважает меня, он понимает, что в нашей стране в какой-то степени женщин дискриминируют иногда, и в других странах, и в целом он всегда за справедливость, за мир во всем мире. Поэтому я хочу, чтобы наши дети были такими же современными, как их батя. Когда ты понял, что любишь ее? Угу. Мне кажется, Сразу. мне кажется, да, мне кажется, в 2013 году. Ну, я понял, что первое такое ощущение было то, что я как будто влюбился в нее. Вот прям сходу, как я увидел. Бывает же любовь с первого взгляда. Вот такое было. Второй момент, где я прям влюбился по-настоящему, это когда мы вышли с тобой на первое свидание во время карантина. Угу. Тогда это прям... Потому что мы с тобой поговорили, я начал вот потихоньку ощущать все, что ты переживаешь на тот момент. Больше начал понимать тебя. Вот поэтому в этот момент я прям начал полностью отдаваться. Вот. Тогда влюбился. Ну а так, с первого взгляда я считаю, что я влюбился. Теперь у меня вопрос, когда ты поняла, что любишь его? Влюбилась я, наверное, тоже, когда мы сидели в машине, общались, когда было наше первое свидание. Я тогда еще домой пришла. Я говорю: мам, я, кажется, влюбилась. Мама была так счастлива тогда. У нее примерно в голове было: а я же говорила. У нее план был. Кстати, мама моя, почему-то у нее очень хорошая чуйка на друзей, на парней. Она всегда чувствует как будто людей, кто хороший, кто плохой. Слушайте, я орхидею подарил. Тебе Кстати, орхидею. у нас есть очень классная история, наверное, про нее тоже хочу рассказать. Мне Ера подарил, когда я была в 9 классе, 10 классе, когда я была, Ера подарил мне орхидею, которая до сих пор цветет у нас в родительском доме. Сейчас сколько лет? Так, 14, нет, 13. Это был 15-й год. 15-й год. Уже 9 лет эта орхидея цветет в доме у моих родителей. Мама за ней постоянно ухаживает, и когда она расцветает, мама всегда мне говорит, что Ерина любовь всегда живет, и вот когда расцветает цветок, это говорит о том, что он еще больше начинает тебя любить. Вот так сладко. Я поняла, что я люблю тебя, когда я познакомила тебя с папой. Это был, наверное, такой вот прям четкий момент, когда я поставила твердое намерение. С папой, кого попало, не знакомят, девочки. С папой знакомят только того, в ком ты уверена. Да, избранных. Вот кто 1000% точно пойдет в кандидаты в женихи. Поэтому, когда я познакомилась с папой, видя, как папа с ним коммуницирует, то, что он... Ера сильно, кстати, боялся папу на тот момент. смешная история была тоже. Да, но это долгая история, поэтому Да. не будем про нее говорить. Поняла, что раз уж я готова реально знакомить одного самого главного мужчину в моей жизни с другим главным мужчиной, значит, это и есть любовь. Поэтому это был момент, когда я поняла, что я его полюбила. Да. С вами были Уля и Ера. Да, Мы ребята. очень благодарны, что вы нас слушаете, смотрите. До скорых встреч. И, наверное, последнее, что я хочу сказать, девочки, никогда не идеализируйте ничьи отношения. Всех людей, кто снимался в Махаббат Куиз, я уверена, ни у кого нет идеальных отношений. И отношения — это всегда работа, работа и работа. И в семейной жизни это еще и терпение. Самое главное, что должно быть всегда, это любовь. Поэтому храните свою любовь, берегите ее, и пусть у вас будет много-много любви. Мы вас любим. Давайте. Всем пока-пока.